ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В детском саду номер 31 прошли внеплановые проверки. Это инициатива родительского комитета одной из групп. Мамы написали жалобы в ряд инстанций. Внимание обратили на отсутствие ремонта, протекающую крышу и, как следствие, плесень. Заведующая самолично на выходных днях пришла, просто замазала штукатурочкой. Накануне прям проверки. Возможно, это было воскресенье, потому что в понедельник утром, когда мы пришли, на месте, то есть плесени, там было просто влажное серое пятно. То есть это видно, что свежезамазанная штукатурка. Жалобы коснулись курения на территории детсада и многого другого. Инспекторам пожарного надзора работники учреждений говорить что-либо побоялись. А вот родителям рассказали и показали неоднократно горевшие розетки. Также в ходе одной из проверок подтвердилось – ножки кровати сломаны. Такую мебель предписали заменить. Ремонт исключен. Подходит только покупка нового оборудования. Когда в пятницу вечером мы пришли забирать детей, то есть мы застали этот момент, когда завхоз совместно там с нянечкой, по-моему, они выносили наши сломанные кровати, просто выносили их в другую группу, то есть не выкидывали их там на помойку, да, сломанные эти кровати, а просто выносили их в другую группу, а, соответственно, с той группы нам принесли их кровати. На этом проблемы в детской спальне не заканчиваются. Родители жаловались на отсутствие обработки одеял и подушек. Многочисленные пятна на постельных принадлежностях смущали мам. И, как оказалось, не зря. Как в группе появляются наполнители для наволочек, а главное, сколько им лет. Работники учреждения поделились и этим секретом. Есть там какой-то внегласный договор с каким-то садиком, и были закуплены старые подушки, то есть понятно, что на них спали тоже не один десяток лет дети. Нам сказали, да, подушкам 30 лет. В детском саду регулярно проходят представления. В гостях у малышей то кукольные спектакли, то планетарий. Но если воспитатели организуют детский досуг бесплатно, то за эти развлечения родителям приходится платить. 2 недели назад один из дошколят не смог посетить мероприятие. Причина – задержка этого мероприятия больше, чем на 1,5 часа. Деньги до сих пор не вернули. Как объяснили родителям, 20% поступивших средств коммерсанты отдают заведующей детского сада. Какой-либо отчетной документации о поступлении и уж тем более о трате этих денег нет. Кто их вернет родителям, руководитель детсада не знает. Предлагает обращаться к воспитателю. Между прочим, эту должность сейчас занимает ее бывший заместитель, которого понизили после проведенных проверок. Первый раз, когда я обратилась, воспитатель сказал, я, говорит, подойду к заведующей и спрошу. То есть на что, в течение какого-то времени, то есть, не возвращалось денег, и особого ответа-то не было. И вот вчера именно мне сказали, что воспитатель непосредственно сказал, что я могу вам отдать только с личного кармана. Воспитатель, которого любят дети и ценят родители, подала заявление на увольнение. Официальная причина – семейные обстоятельства, неофициальная – угрозы. Родители утверждают, заведующая так торопится избавиться от неудобного педагога, что в день получения бумаги немедленно увезла ее в управление образования. И все бы ничего, но из-за этого руководитель опоздала на личный прием. Встреча с родителями началась на 1 час 40 минут позже положенного времени. Проблема не решена, поэтому мамы обратились к прокурору Ухты и Республики Коми, а также временно исполняющему обязанности главы региона. Родители просят обратить внимание не только на ранее указанные нарушения в детском саду, но и на начальника управления образования.